Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на последний месяц зимы, на месяц февраль. Давайте посмотрим, каким он для вас будет, что судьба вам заготовила, приготовила, какие сюрпризы, удивления, неожиданности и перемены произойдут в вашей жизни именно в феврале. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы открытыми руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, то, о чем желали слышать и узнать. Как интересно, у вас тут все показано. С кем-то силой будете мериться. С кем-то очень наглым, много на себя берущим. Вы этого человечка победите. Мало того, еще и осадите, еще и на место поставите. Вас бояться будут. Бояться и уважать. Вот четко показано. Прям достаточно плохого человека на место поставите. Возможно, этот человек не только к вам будет задираться, либо задирается уже сейчас, может быть, и к других людей обижает, но именно вам по судьбе этого человека и победить, и обезвредить, и на место поставить, да, что побегал десятой дорогой. Да, не бойтесь ничего, не бойтесь, вы очень сильны, и этот человек, он только кичится, да, что вот я могу, я такой, я весь шебурной, а на самом деле там сыкло, извините за слово. Вот вы прям с этим столкнетесь. Здесь какая-то очень легкая победа. Я так понимаю, что человек вам то ли пристанет, то ли наедет на вас в очередной раз, а вы очень быстро расправитесь. Я так понимаю, что человек вашу скромность, либо ваши хорошие манеры воспринимает как слабость, но вы себя проявите. Да, с вами связываться. Это прям плохая идея, очень плохая. Человек пожалеет. А вот другие люди, напротив, вас за это на руках будут носить. Наверное, такие же вот обиженные, либо те, кто не может за себя постоять. Вы как, вот статус героя, что ли, получаете. Прям, смотрите, на руках вас носят. И благодарят, и восхваляют. Ой, как минутка славы, да, вас ждет. Хороший знак на самом деле, победить плохого человека. И это вам по судьбе, и это обязательно с вами случится. Дальше. Тут такой знак, который объединяет двух людей. Как будто бы два сердца объединяет. Как будто бы под крыльями ангела два человека сойдутся. Вот смотрите, видите, вот он, голубь с такими огромными крыльями. Два человека сходятся. Либо найдут оба защиту, либо судьба соединит двух людей, которые в друг друге нуждаются. Одиноких людей, либо стремящихся к личному счастью. Хотите верьте, хотите нет, но именно в феврале здесь вот счастье соединиться, объединиться с тем, кто станет для вас очень дорогим и важным человеком в жизни. И вы, соответственно, станете для него, для нее, если смотрят меня мужчины, тоже дорогим и важным человеком. Вот как судьба, сама судьба сводит, как провидение, как ангел, да, людей объединяет. Кстати, возможно, вы давно друг другу симпатизируете, но вот как смелости не хватало, либо были какие-то помехи. Вот именно в феврале вы сойдетесь. Но кому-то в феврале суждено и познакомиться, и успеть сойтись. Тем более у нас такой месяц, да, 14 февраля будет, как раз день всех влюбленных. Кстати, планирую я на 14 февраля кое-что необычное для вас сделать. Там посмотрим, как пойдет. Не буду обещать, не буду загадывать, но вот если получится, если Боженька позволит, то я обязательно проведу. Так, еще важный момент. Рыбки много у вас вижу, причем рыбка разная, и мелкая, и крупненькая, и в разных сферах, в разных местах у вас появляется. Какая-то рыбка сама в ручке плывет, а за какой-то рыбкой и побегать придется. Но рыбка — это денежка, да, которую вы можете обрести.
та, которая сама в руки плывет, но я так понимаю, что это зарплата, скорее всего, либо пенсия, может быть, какие-то обязательные начисления, выплаты для вас. А та, за которой нужно будет, ну, побегать, да, порыбачить, там, либо с очком погоняться, сетью, это вот заработки, горячие заработки. Деньги небольшие, но если мы так прикинем по количеству этих рыбок, ну, в принципе, очень даже неплохо. Месяц прям вот на руку дает, да, ручку позолотит вам. Особенно если вы привыкли работать, если вы работы не боитесь. Если вы действительно хотите заработать, то месяц у вас очень прибыльный идет. Прям много возможностей вам откроется. Тут вас могут и звать, и приглашать, и сами можете что-то находить, да, вот себе подбирать. Прям много-много рыбок, и в разных местах они у вас. Так, стрелочка вверх. Резкий подъем стрелки вверх. Кто у меня долго был в застое, кто прям чувствовал, что жизнь уже там где-то на тормозах, либо вы в каком-то болоте оказались, да, день сурка вас преследует, у вас резко стрелка идет вверх. То есть прям раскачаетесь по жизни. Очень много будет и занятости, и активности, и дела пойдут в гору, и настроение улучшится, и здоровье немножечко, да, тоже окрепнет. Прям смотрите, тьфу-тьфу-тьфу, пусть эта стрелочка только вверх идет, но никогда вниз. Дальше показывают какой-то документ, бумажки, документы, письма, деловые, кстати, письма, там вот что-то, печати, подписи. Приходят, может быть, как несколько документов придет, может быть, разными письмами документы придут. В общем, сначала что-то одно, а потом по прошествии там нескольких дней и другое дойдет. Вот, так что, когда одно получите, не спешите расстраиваться, знаете, что и второе придет. Может быть, не все придет, не все одним разом придет. Вы вроде как письмо получаете, но вот радости особо не вижу. А вот когда второе письмо приходит, вот тогда да, вот тогда вам хорошо, тогда вам будет очень приятно. Здесь у вас гора, и она дымит. С какой-то проблемой придется прям разбираться. Под боком, да, с правой стороны. Может быть, вы не замечали, может быть, вы какое-то время отмахивались, либо вам было не до этого. Но именно в феврале вам придется с этим прям разобраться, взяться да разобраться. Дымит, значит, уже подгорает, да, значит, уже условия созрели, благоприятные условия для того, чтобы вы с этой проблемой справились. Помощников не ищите, не зовите, они вам только лишь будут помехой. Здесь вы и сами справитесь, причем очень как-то ловко, дерзко, какой-то, может быть, новый метод решения проблем попробуйте, либо какой-то методологией новой, ну, воспользуйтесь. Вот, помощники не нужны. Вот они вроде как есть, но они, ну, толку от них нет. От них только одни помехи, да, куча заморочек и куча вот вопросов ненужных. Помощники не нужны, сами справитесь. Дальше бутылочка вам тут падает. Ну, явно месяц будет у вас веселый. Возможно, какое-то мероприятие, да, где будет алкоголь. А может быть, вы, ну, будете устраивать себе такие приятные, не знаю, вечера, может быть, да. Может быть, вам кто-то подарит хороший, вкусный алкоголь. А может быть, ну, опять же, условия, да, будут поводы, чтобы посидеть, да, немножечко себя побаловать. Бутылочка именно с правой стороны выходит. То есть это не во вред, это наоборот, вот как расслабиться, как, может быть, что-то отметить, отпраздновать. Вот как несколько таких событий, да, где вам эта бутылочка пригодится. Дальше показывают лису, но лиса с вашей стороны выходит. То есть это вы будете вести себя как лиса. В общем, будете проявлять себя очень креативно, неординарно и, ну, очень ловким. Да? Ловкий, умный, изворотливый и очень креативный человек. Как будто бы это для вас не норма, но вот обстоятельства требуют от вас именно такого поведения. И именно такое поведение дает самый лучший, потрясающий, стойкий результат. Может быть, вы давно работали над собой, может быть, вы давно уже понимали, да, что нужно немножко как-то по-другому действовать. Вот именно в феврале вы это все попробуете. Прям ахните, ахните, как оно идет, как оно работает. Да? Вот прям то, что не давалось, то, что не получалось, прям все на ура у вас тут, вот, дай Боже. Да?
Надо все-таки быть немножко лисичкой, да, вот не повредит. И также вас лисичкой показывают, женщины особенно показывают по отношению к мужчинам. Мужчинами будете крутить. Вот в прямом смысле слова. Всеми мужчинами, которые вам будут попадаться на дороге жизни. Неважно, там свой, чужой, встречный, поперечный, да, любой мужчина. Прям крутите вы ими. А они прям сопротивляться вам не могут. И опять же, здесь вот прям подчеркивается, что именно в феврале вы обретете какую-то особую очаровательность. Да, вот прям девушка, женщина с изюминкой. В общем, ни одного равнодушного точно не будет. И вот вы прям как эта лисичка крутите мужиками. Они прям готовы за вами, вот как малые дети, да, за конфеткой идти. Очень интересный опыт вы получите. Опять же, может быть, вы какие-то тренинги посещали, а может быть, потому что настроение у вас меняется. Вы чувствуете приближение весны и думаете: была, не была, ну-ка попробую, да, расслаблюсь и посмотрим, как это будет. Хорошо будет, очень удачно будет. Дальше. Какие-то предложения вы будете получать. Даже не просто получать, как будто бы выбирать будете. Да? Предложения будут всякие разные, а вы будете выбирать. Возможно, в какой-то веке, да, возможность выбирать. Не вас выбирают, а именно вы будете выбирать. Вот на какое предложение откликнуться, какое принять, какое послать. Вот в таком ключе. Прям, да, прям жонглируете этими предложениями, и вам это нравится. Выбора, очень много выбора у вас идет. Дальше показывает, что вам кто-то будет помогать на протяжении всего месяца. Даже если вы не просите, даже если вы не нуждаетесь, даже если вы от помощи отказываетесь, вот человек прям ходит, ну чуть ли не насильно вам помогает. Ну это как бы условно я говорю, но тем не менее. Помощи много, помощь... Вот смотрите, когда вы особо нуждались в помощи, да, никто не помогал. Вот никому и в голову не приходило, что можно прийти и помочь, либо нужно прийти и помочь. Когда вы более-менее там себя в руки взяли, когда у вас стрелка вверх пошла, да, вот появляется кто-то, кто прям напрашивается и заставляет вас принимать помощь. Этого человека слишком много в вашей жизни. Вы будете даже как-то пытаться избегать этого человека. Может быть, даже в какие-то моменты будете себя скрывать. Ну, типа, я не дома, меня нет, я там по делам. Человек назойливый. Но это человек, он с открытым сердцем. Он зла вам не желает. Он действительно желает вам помочь. Это может быть и мужчина, и женщина. Больше похоже, знаете, на какую-то гиперопеку, в которой вы на самом деле не нуждаетесь. Но, видите, небесам-то виднее, когда вам что посылать, да? Вот послали вам помощь именно сейчас. Так, у кого-то с работой тут что-то будет странное происходить. Вообще мне идет какой-то отток. Отток то ли населения, может быть, сотрудников, может быть, даже сокращать будут. Хотя, может, и сами будут увольняться. Вот как будто бы много каких-то вакансий открывается, либо какие-то желанные места становятся вакантными. Вы смотрите, там не теряйтесь, и на это стоит обратить внимание, и стоит, конечно же, о себе заявить. Если вы в поисках работы, опять же, выбор вам будет предоставлен. Выбор очень хороший. И если раньше там были какие-то конские условия, да, что прям нужно было быть, я не знаю, 7 звезд во лбу, чтобы получить должность, то теперь уже вот просто достаточно вашего согласия, да, и можно получить любую должность. Что-то происходит. Вот там, где вы живете, что-то происходит. Вот что-то с сотрудниками происходит. А может быть, наоборот, как бы экономика растет, да, там новые предприятия открываются. То есть специалистов, например, не хватает. Вот с этим вы столкнетесь. Это что-то удивительное, необычное и то, чего раньше никогда не было. Ну, по крайней мере, на вашей памяти. Вот хороший момент. Для вас, для ваших близких, вот прям кто устроится на работу, вот хорошее место займете. И очень, кстати, перспективное. Дальше показано, что собой будете заниматься. Собой, своей внешностью, своим телом. Возможно, кто-то на диету сядет, ну да, скоро же весна, а кто-то, например, пройдет какие-нибудь восстанавливающие процедуры, либо омолаживающие. Кто-то радикально поменяет там, цвет волос, длину, может быть, там, завивку себе сделаете, да, вот в таком ключе. Прям для вас это станет важным. Еще вижу, что ваше питание как-то поменяется. Возможно, это ЖОС, да, вы там на правильное питание сядете, а возможно,
ваше питание станет гораздо более разнообразнее, чем было до. Но опять же, там много рыбки, много доходов, можно себе позволить и вкусняшки, да, либо то, что было недоступно. Кстати, правильное питание, оно на самом деле копеечку-то стоит, да, гораздо дороже, чем неправильное. Ну, это как, к слову сказать, там всякие эти продукты, которые там фермерские, либо продукты, которые без всяких там вредных пестицидов, удобрений, да, органические, вот они же все очень дорого стоят, очень дорого, да. Ну вот вижу, что вы себе прям систему питания это меняете, но вам это в радость, значит, все-таки вкусно будете кушать. Но это хороший знак, да, займетесь собой, займетесь своим здоровьем. И вам ваше тело очень, кстати, быстро ответит на это, ответит с благодарностью, ответит хорошими результатами, да. Прям в шоке будете от того, как вы меняетесь, как-то быстро будете меняться. Может быть, вы поднабрали там за Новый год, новогодние праздники, там расслабились, там подкушали, а сейчас вот правильное питание даст очень быстрый результат, потому что вода сойдет, да, уменьшитесь, как-то сдуетесь быстро, мне идет. Дальше. Разговор, который что-то изменит, причем изменит очень серьезно. Даже больше скажу, раз и навсегда. С кем-то у вас состоится разговор. Не могу сказать с кем, но с кем-то важным, да, потому что с правой стороны. После этого разговора люди спрячут ножи. Спрячут ножи, и вот как будто бы вот между ними связь появляется, очень сильная связь. Может быть, вы друг другу что-то пообещаете, может быть, вы выговоритесь, да, вы услышите позицию своего оппонента, оппонент услышит вас, вы начнете лучше друг друга понимать, да, вот прям связь между вами очень стойкая, а ножи вы прячете. То есть разногласий, я так понимаю, больше не будет. И вот как-то показано, что раз и навсегда это происходит. Дальше. Початок кукурузы. Это очень хороший знак. К достатку всегда ведет. И также к тому, что вы нужды знать не будете. Да? Нужда уходит из вашей жизни. Вот чего бы это ни касалось. Также мне показан момент, когда мужчина, который чего-то боялся, то его зайчиком показали. Вот он боялся. Может быть, он боялся отношений, может быть, он боялся серьезных отношений, может быть, он боялся к женщине подойти, да, чтобы сказать о своем интересе. Вот вижу, что бояться перестанет. Зайчик у нас тут смелый, и у зайчика прям целое огромное предложение. Предложение, которое вас не удивит, а шокирует. То есть вы могли от него ждать чего угодно, но только не этого. Но с другой стороны, вижу, что вам будет очень приятно. Прям удивит. Удивит своей смелостью, решительностью и активностью. Дальше. Большая птица домой летит. Громко об этом кричит. Кто-то возвращается, либо кто-то будет возвращаться. Это хорошие новости для вас. Возможно, это кто-то из близких, из родных, а возможно, это тот, кто был вам другом, либо подругой. Человек заранее вас будет оповещать, возможно, даже будет о чем-то просить, чтобы вы что-то сделали. Вот. Но новость очень хорошая и на вас замечательно повлияет. Вы прям действительно готовиться будете. Готовиться и вот прям связь, я вижу, поддерживаете. Возвращается, да, кто-то возвращается. Дальше. Здесь ваши интересы, ваш интерес и чей-то интерес сойдутся. Из вас очень хорошая команда получится. Вы друг другу помогаете. Такое вот объединение показано. Вместе вы очень быстро и очень эффективно с чем-то справитесь, либо чего-то добьетесь. У вас один интерес получается на двоих. Смотрите, из этого интереса вытекает целая дружба, вытекает достаточно теплое, доброе и доверительное общение. Может быть, как с новым человеком сойдетесь, а может быть, вы этого человека уже знаете, но близко не общались. А вот именно когда интересы ваши сойдутся, все у вас будет хорошо. Так, ребенка чего-то показывают, ребенок, что-то ребенку будут делать. Что-то делаю для ребенка. Не могу понять, что. Но это что-то, оно типа денег стоит. Но вам как-то дешево обойдется. Либо вам какую-то скидку дадут, либо в каких-то программах вы можете поучаствовать. Вы будете очень довольны, потому что
и ребенку вашему что-то сделают хорошее, я так понимаю, нужное, полезное, и денег вы много не потратите. Может быть, вообще ничего не потратите. Вот тут и удивление, и радость, и все это смешалось в одном флаконе. Ну, конечно, больше за ребенка будете радоваться, да, что вот что-то сделали. Может, какое-то лечение, либо обследование, может быть, какая-то обучающая программа, может быть, участие где-то в чем-то, ну, как-то. То есть это именно для ребенка идет. Стоит дорого. Может быть, вы сейчас ходите и голову ломаете, где деньги брать, да? Но показано, что какая-то программа, вот прям то ли скидки, то ли бесплатно. Хороший момент. Пусть обязательно отыграется у всех, у кого есть в этом нужда. Дальше показывают образ мужчины. Этот мужчина за 7 тянется. Тянется с последних сил. Знаете, вот прям в самый такой момент, когда захочется все бросить, именно вам эта 7 и достанется. 7, она вообще про успех, про достижение той цели, к которой вы стремитесь. Тут у вас 7, она вам дается. Но дается через какое-то испытание. Испытание может быть на выносливость, на прочность, на умение взять себя под контроль, да, сгруппироваться. Мужчины, вот делайте, что хотите, но главное, не сдавайтесь. Поверьте, вот в самый тяжелый момент, самый прям тупиковый момент, вам таки эта 7 откроется. Ну вот она по праву сильного, она ваша. Видите? Вот рукой дотянетесь. Не сдавайтесь, не отступайте, не опускайте рук. Это очень важно. Дальше. Вижу, что вы в лодке, но кто-то рядом тонет. Человек тонет, потому что грехов на нем много, потому что человек в очень многих страшных вещах виноват. И этого человека нельзя спасти, вот так мне идет, да? Слишком тяжелые, грехи вниз тянут. А вы в лодке сидите, то есть события, да, возможно, на ваших глазах будет происходить, вам нечего бояться, вы уже спасены, вы в лодке находитесь. А тот, кто виновен, либо тот, кто грешен, вот он прям тонет, вот грехи вниз тянут. Я это понимаю, что этого человека либо к ответственности притянут, либо человек, будет отвечать за все свои поступки, проступки. Не лезьте туда, не вмешивайтесь. Даже если вы очень добрый и благородный человек, не надо этого делать. Иначе этот грешник может вас и за собой потянуть. Там, знаете, как не убудет, да? Человек настолько уже потерял свой человеческий облик, что запросто может за собой утянуть. А помогать нужно с умом. И помогать нужно именно тем, кто этого достоин, а не просто потому, что вас кто-то попросил. Дальше показано, что вам какая-то информация важная откроется. Возможно, вы давно искали эту информацию, либо вы давно хотели узнать правду. Показано, что вам откроется. Откроется, причем как-то вот как само по себе, что ли, открывается. Возможно, вам время пришло узнать, и вы все узнаете, все поймете. Дальше лопата в руки. Лопата — это тоже хороший знак, это хороший инструмент, который можно, и яму выкопать, да, можно и огород вскопать. Вот вам лопата в руки идет. Либо что-то будете получать в больших объемах, в больших размерах. Но лопата вам прям по центру выпала. На какой-то короткий срок в ваших руках появится вот такой инструмент. С лопатой, конечно, оно и лучше, и веселее, но вам явно понравится. Спешите, работайте этой лопатой. Знаете, что она вам временно дается. А дальше придется кому-то другому передавать, да, кто тоже в этом нуждается. Либо с кем-то делиться придется этой лопатой. Она у вас в правильном положении, и острием именно вниз выходит. То есть это для вас. Если бы она вышла у вас вверх, я бы сказала, придется что-то отдавать. Причем много отдавать. Нет, в данном случае именно для вас идет. Так, дерево. Хоть оно какое-то все покрученное. Тут его и вырыть пытались, и срубить, я так понимаю. Немножко покоцанное дерево, но оно растет, оно крепнет. Это знак семьи. Знак семейных отношений. Что бы ни происходило, семья остается семьей. Жизнь продолжается. Те, кто хотел это дерево подрубить, вот
ничего у них не получилось. Может быть, вы на какое-то время расставались, может быть, ну так жизнь сложилась, да, что вот жена в одном месте, может в другом месте. Может быть, еще что-то там происходило, да, но вот дерево, оно восстанавливается, оно крепче становится. И корни длиннее, и крона выше. Укрепление семьи, укрепление семейных уз. Так мне идет, ну, может, родственных тоже. Дальше. А вот здесь показано, что ангел, видите, вот такими красивыми крыльями станет между вами и каким-то диким зверем. Какое-то, ну, чудовище, скорее всего. Ангел защитит либо от какого-то очень плохого, чудовищного человека, либо от каких-то, ну, серьезных неприятностей. Вы прям почувствуете это, почувствуете, поймете. А может, в трудную минуту вы призовете своего ангела-хранителя, и вот, пожалуйста, помощь вам будет оказана. Вот как ангел-хранитель важную роль в вашей жизни сыграет. Что-то плохое к вам не подпустит. И это все на ваших глазах. И вы прям это и видите, и чувствуете. Хороший, очень сильный знак, жизнеутверждающий. Дальше воздушный змей улетает, как будто бы выпустили в эту веревочку, да, и он улетает. Но воздушным змеям обычно показывают иллюзии. Тем более он у вас с левой стороны. Возможно, вы долго жили в каких-то иллюзиях, либо кто-то постарался, чтобы вы жили в иллюзиях. Вижу, что простите, будете более трезво мыслить, вам откроется, что, возможно, вас обманывали, либо вводили в заблуждение, да? Больше вы верить не будете. И иллюзий в вашей жизни тоже больше не будет. С левой стороны еще мне показывает сильного человека. Человек, который вот жизнь повидал. Сильным стал не потому, что таким вот родился, либо там тренировался, потому что жизнь заставила. Вот по-другому было нельзя. У человека суровый характер, и человек такой, я так понимаю, неразговорчивый, либо малоконтактный, можно так сказать. Но к вам этот человек проявит большую сердечную привязанность. Это может быть и мужчина, и женщина. Человек для вас прям открыт. Для других это прям скала неприступная, а для вас этот человек будет открыт, ну, либо вам откроется. Очень неожиданное событие, но для вас это будет очень приятно. Вот здесь еще показано, что вы какую-то женщину сможете отвадить из своей жизни. Эта женщина, она вам то ли соперница, то ли конкурентка, то ли вредительница, пакостница, может быть, женщина-враг. Сможете ее отвадить. Какие-то усилия будете прилагать, и усилия эти окупятся. Эта женщина, она от вас отстанет, от вашей жизни отстанет, может быть, от вашего близкого человека отстанет. Да, вы все у меня разные. Ваши приложенные усилия полностью 100% окупятся. Здесь 100% результат идет. Так что занимайтесь этим вопросом и знаете, что у вас все получится. Ближе к венцу показано, что у вас очень много каких-то радостных и праздничных дней. То ли, может быть, у вас там день рождения, может быть, у ваших знакомых, там, родственников дни рождения, может быть, даже подряд какие-то дни праздничные будут идти. Много вот прям развлечений и много увеселительных моментов. И прям очень приятно. Приятно, потому что вы можете как и работать, например, да, и также можете расслабляться. У вас как все это чередуется. А может быть, вы и сами себе будете праздники устраивать. Почему нет? Если есть возможность расслабиться, почему бы не устроить праздник? Такой прям потрясающий момент. Дальше мужчина и женщина в самом венце как будто бы чем-то обмениваются. Как будто бы друг другу что-то даете. Хорошее и приятное. Тут и мужчина рад улыбается, и женщина рада улыбается. Может быть, подарками обмениваетесь, а может быть, клятвы друг другу даете, а может быть, признаетесь в чувствах. Что-то хорошее между вами произойдет. Видите, между вами вот как что-то расти начинает. Как дерево, да, зарождается. Может быть, росточек, только дерево зарождается. Очень хороший знак, и он вам точно во благо пойдет. То есть отношения улучшатся, либо отношения наладятся, либо отношения наконец-таки состоятся. Ну а дальше будет больше. Мои милые, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.